Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Опубликован указ главы Якутии Александра Николаева о стратегических направлениях укрепления общественного здоровья и развития системы здравоохранения в Якутии. Об исполнении указа поговорим сегодня. Гостья в студии Лена Афанасьева, министр здравоохранения Республики Саха-Якутия. Лена Николаевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вот изначально указ главы именно о стратегических направлениях укрепления общественного здоровья и развития системы здравоохранения в Якутии был издан в 2021 году. Сейчас получается новая редакция. Какие особенности получается нового указа главы? Да, действительно, указ главы, тогда он был под номером 1782, был издан в 2021 году, в тот период, когда еще мы все жили в пандемии COVID-19, и, конечно, очень серьезно стоял вопрос об укреплении и сохранении здоровья и сохранении жизни жителей нашей республики, ну и также в постпандемийный период развития здравоохранения нашей республики. В 2021 году был издан указ, основные направления указа были даны четко. И когда мы взяли в руки этот указ, конечно, во-первых, этим указом был дан старт десятилетию здоровья. Это во-первых. Во-вторых, конечно, год 2021 это уже был год здоровья. И тогда, когда каждый из наших руководителей медицинских организаций подведомственных получил этот документ, мы сделали так, что этот документ стал вообще настольной книгой и очень рабочим документом по развитию здравоохранения нашей республики. И за короткий промежуток времени, казалось бы, 22 год, 23 год, в рамках данного указа было сделано немало. И когда в 23 году, в конце 23 года, 30 декабря, Александр Сергеевич подписал указ, он также и называется «О стратегических направлениях укрепления общественного здоровья и развития здравоохранения», номер 176, то в этом указе, вы спрашиваете, в чем разница, да? То в этом указе основные направления, они остались неизменными. Но появился целый спектр мероприятий, суть которых направлена на органичное встраивание отрасли здравоохранения в жизнь каждого человека. То есть формирование здоровья с самого детства на протяжении всей жизни и до качественных пожилых лет жизни. И это все в этих мероприятиях четко указано. И если даже мы берем в целом одно из, допустим, основных направлений укрепления общественного здоровья – это формирование здорового образа жизни как нормы жизни, то, конечно, мы понимаем, что в этом направлении все мероприятия носят межведомственный характер. Это не только отрасль здравоохранения, это, конечно, наши коллеги с Министерства образования, с Министерства спорта, молодежной политики, где-то даже сельского хозяйства, предпринимательства, но и средства массовой информации, потому что здесь как раз очень много направлений, которые, собственно, необходимы для формирования политики, информирования населения по здоровому образу жизни, по популяризации здорового образа жизни. Конечно, это совместная с вами работа. Ну и, собственно, в этом направлении укрепления общественного здоровья, формирования здорового образа жизни есть много мероприятий, которые направлены на физическую активность граждан. Это, мало того, что мы должны заниматься физической активностью, да, где-то физкультурой, спортом, да, ну и, конечно, та инфраструктура, которая, собственно, необходима для круглогодичного занятия спортом, в принципе, для всего населения. То есть это тоже не все здрав. Далее, если касаться непосредственно детского населения, то, конечно, это широкомасштабные, большие организационные мероприятия, которые направлены на сохранение здоровья детского населения, на активность детей, на развитие детей, это тоже здоровье, и, конечно, на отдых детей. Ну, здесь очень много моментов, которые тоже есть совместные с Министерством и спорта, и образования, поскольку мы с этого года формируем правильное питание детей в школах. Это очень важно, витаминизация, минерализация, все то, что необходимо для подрастающего поколения. Ну и также, конечно, то, что мы в целом берем для нас всех, поскольку мы живем в очень сложное время, это психологическое здоровье.
Вы видите, насколько у нас уже и направление вот очень серьезно развито, и не только потому, что специальная военная операция, мы должны наших земляков поддерживать, и семьи, которые, собственно, связаны с специальной военной операцией, да? Ну и, конечно, женщин в период беременности и родов поддерживать. Это психологическая поддержка. Но в целом мы должны психологически поддерживать и детей, и взрослых. Это все вот формирование общественного здоровья, укрепление общественного здоровья. Там же мы понимаем те моменты, когда мы побуждаем организации торговли, предпринимателей, ну, наверное, к тому, чтобы все-таки торговали здоровой пищей, здоровым питанием, здоровыми продуктами, выращивали эти здоровое питание, да, вот, и, собственно, вот это все в совокупности очень серьезно и важно влияет на наше здоровье. Ну и, конечно, те направления, которые связаны с снижением потребления алкогольной продукции, табакокурением. Когда в прошлом году мы на федеральной повестке звучали, очень серьезно говорили о трезвых селах, да, но это уникальный опыт, и, собственно, очень много то, что есть в республике, это сейчас уже тиражируется во многих регионах Российской Федерации. Это то, что касается укрепления общественного здоровья. А в целом, если говорить о здравоохранении, то тут тоже очень много моментов, которые, собственно, по укреплению самой системы здравоохранения, потому что, вы помните, 2022 год, он был достаточно сложный, и мы в постпандемийный период занимались тем, что мы собирали по крупицам всю систему. Но это была система быстрых побед. Нужно было делать это в достаточно быстром режиме, оперативно. Но, собственно, система выстроилась так, что уже научились так работать. Да? Ну и тут, конечно, очень много уникальных моментов. Вот почему я говорю, что 2021 год, он был настолько правильно, что был издан такой указ Айсеном Сергеевичем, потому что с 2021 года, 2022 год и начало, 2023 год внедрялись очень многие проекты, начиная с профилактики, скрининговые проекты, они уникальные, действительно. Это расширенный неонатальный скрининг, он, собственно, на всей территории Российской Федерации, когда делается забор крови у новорожденного и прослеживается наличие 40, весь спектр 40 наследственных мутаций. Если нет, то это хорошо. Если есть, значит, надо приводить какие-то действия для того, чтобы ребенок не заболел. И далее, значит, скрининговые программы «Женское здоровье», который с прошлого года стал действовать, это как раз по репродуктивному здоровью наших женщин, формирование правильных репродуктивных установок. Далее по скрининговому проекту «Онкопоиск». Все знают его, «Онкопоиск Саха.РФ», целая платформа есть. На 6 основных онкологических заболеваний можно пройти анкетный скрининг, и обследование. Да? И также по офтальмологии есть такая программа «Глаукома поиск». Глаукома – это очень серьезное офтальмологическое заболевание, и для того, чтобы на ранних этапах узнать об этом, надо проводить какие-то действия для того, чтобы не было плачевных каких-то изменений в глазном аппарате. Ну и вообще, конечно, ранняя диагностика, лечение, более персонализированное лечение. Да, это все, конечно, очень серьезные направления, которые есть в укреплении и в самой системе здравоохранения. И, конечно, в данном указе сказано о том, что мы должны очень серьезное внимание уделять первичному звену, первичной медико-санитарной помощи. Да, есть национальные проекты, но в то же время в данном случае мы должны использовать специфику нашего региона. Мы понимаем, насколько огромные территории, малодоступные, где-то в транспортном плане населенные пункты. И, конечно, в этом плане мы с прошлого года стартовал проект, который инициировал глава республики Айсен Сергеевич, называется «Региональный центр мобильных бригад». На сегодняшний день мы очень много информации слышим. Они действительно, они не то что работают хорошо, они взлетели. Они их знают не только у нас в республике, но и за пределами нашей республики. И, конечно, это дает очень хороший эффект, потому что мы выявляем на ранних стадиях, да, определенные заболевания. Это не только онкологические, это кардиологическая патология. Но различные патологии, мы называем их хронические неинфекционные заболевания, которые
которую впоследствии мы берем на диспансерное наблюдение и в течение определенного периода наблюдаем, обеспечиваем лечением и, собственно, видим результаты лечения. Ну и в этом году уже вот в новом указе Александр Сергеевич дал поручение, чтобы это была не только доступная специализированная помощь, но и плановая специализированная хирургическая помощь. И мы в этом году, уже буквально сегодня, на этой неделе стартует, ранее Александр Сергеевич анонсировал этот проект, это мобильный хирургический центр. Несмотря на то, что это хирургия Республиканской больницы номер 2, это экстренная хирургия, но тем не менее они будут оказывать плановую помощь. Готовятся пациенты в районах, и делается заявка в Республиканской больнице номер 2, в мобильный хирургический центр приезжают хирурги, ну, порядка 12 специалистов приезжает. Они недавно показали мне, сколько всего они с собой берут. Это огромный, я не знаю, огромный груз, который, собственно, является не только, ну, допустим, те же, допустим, для исследований, там, для помощи, не только хирургический инструментарий, но различные расходные материалы. И уже вот на этой неделе будут делаться операции в городе Нерюнгри. Подбор пациентов прошел. Мало того, что это будут операции, ну, различного профиля, но в данном случае по травматологии, я так поняла, что по эндопротезированию тоже, потому что мы понимаем, что очередность в республике есть, потребность большая. Эти операции будут делаться практически, ну, туда, куда приезжают наши хирурги. Ну, как правило, главные врачи сразу говорят: ну хорошо, ну приедут специалисты, прооперируют, а наши хирурги чем будут заниматься? Но мы говорим: ну ваши хирурги будут учиться, ну, собственно, это наши хирурги, будут учиться у специалистов высокой квалификации. Это будут мастер-классы и совместное ведение пациентов, потому что будут развертываться оперативный коечный фонд от 5 до 15, мы так решили, и совместное ведение пациентов, специалистов РБ-2 и специалистов той или иной центральной районной больницы. Это в рамках того, чтобы мы обеспечили территориальную как раз доступность для каждого жителя нашей республики. Конечно, в системе укрепления здоровья населения очень много мероприятий. Они, собственно, сквозные по всей нашей деятельности. И очень много мероприятий, направленных на укрепление детского здоровья. Здесь, конечно, и профилактические осмотры, и персонализация по каждому ребенку. Далее, конечно же, это здоровье мам. Здесь мы четко рассматриваем те направления, которые, собственно, связаны с репродуктивным здоровьем. Да? И при этом это должны быть положительные репродуктивные установки на сохранение материнства. И это очень большие мероприятия, которые есть в направлении укрепления системы здравоохранения в данном указе. И, конечно, все, что связано с такими направлениями, как генетика, тоже это уже прорывные направления. Это Национальный биобанк в нашей республике на базе Республиканской больницы номер 1. Да? Это и те мероприятия, которые направлены на прорывные исследования научные. Ну и, конечно, те моменты, которые связаны с кадрами нашей республики. То есть подготовка кадров, непрерывное обучение кадров, да, и то, что связано с инфраструктурой. То есть мы уже говорим о том, что строительство объектов долгожданных, оно должно быть. Очень большой указ, Лилия Николаевна. Да, вообще спасибо за такой развернутый ответ. В принципе, основные направления вы его озвучили. Наше время, к сожалению, подошло к концу. Я желаю успешной реализации всех направлений этого указа. Ну и, конечно же, благодаря этому указу улучшение здоровья якутян. Спасибо большое. Я напомню, вы смотрели актуальное интервью. Оставайтесь на нашем канале.